Последняя наша тема будет посвящена финансовым мошенникам. Финансовые мошенничества ведут к нарушению прав нас, как потребителей финансовых услуг, и, конечно же, что очень печально, к потере наших сбережений. Обширная нормативно-правовая база действует в Российской Федерации, включая Уголовный кодекс и Закон о защите прав потребителей. Мы, как правило, сталкиваемся с такими видами мошенничества, как финансовые пирамиды и мошенничество в сфере безналичных расчетов. Финансовая пирамида – это способ организации финансовой деятельности, функционирование которой осуществляется путем привлечения денежных средств вкладчиков под предлогом гарантированного получения дохода, значительно превышающего рыночный уровень, и погашения обязательств перед вкладчиком за счет притока денежных средств от новых инвесторов. То есть мы, в принципе, не можем установить, мы устанавливаем, что данная организация является финансовой пирамидой, исходя из определенных признаков. То есть на сайте организации отсутствует учредительная документация, в то время как финансовая пирамида организована в форме юридического лица. Не представлены формы публичной бухгалтерской финансовой отчетности. В пояснениях бухгалтерской финансовой отчетности отсутствует информация о собственных, необоротных и других дорогостоящих активах, дебиторской задолженности, в том числе с истекшим сроком исковой давности, денежных эквивалентах, кредиторской задолженности и другие важные для понимания внешними пользователями сведения о финансовом положении, финансовых результатах и денежных потоках. И кроме того, обещание высокой доходности, значительно превышающей рыночный уровень, а также гарантирование этой высокой доходности, озвученное публично. То есть, если вы видите, что какая-либо организация предлагает вам очень высокие доходы и доходность по вашим вкладам, конечно, ее надо остерегаться, потому что, как правило, это уже признак финансовой пирамиды. Кроме того, если вы изучаете финансовую отчетность этой организации и вы видите, что активов как таковых нет, это тоже должно привлечь ваше внимание, и это является признаком финансовой пирамиды. То есть если организация привлекает ваши средства, она их должна размещать и обеспечивать доходы, более высокие, за счет которых будут выплачены вам соответствующие доходы. Поэтому еще раз обращаю внимание на то, что нужно остерегаться предложений высокой доходности, например, по вкладам. Мошенничество с использованием банковских карт сейчас огромное количество, и есть термин фишинг. То есть это современный способ мошенничества с банковскими картами, осуществляемый через интернет. Суть этого способа заключается в выманивании у людей их банковских данных, логинов, паролей, счетов, номеров и других необходимых сведений. Как же себя обезопасить в этой ситуации? Конечно, очень много литературы у нас есть в сети интернет относительно противодействия мошенническим схемам, как вести себя в той или иной ситуации. То есть это и всем известные сайты Clerk.ru, это, например, материалы Высшей школы экономики и другие. Ну, например, самые простые советы, которые мы можем дать, например, если мы получили звонок из банка. То есть если нам не представились, мы должны уточнить, какой банк нам позвонил, и мы должны перезвонить в этот банк. Номер мы можем найти на официальном сайте этого банка. То есть обязательно все реквизиты банка должны быть на их официальных сайтах. Если нам предлагают, навязывают какую-либо услугу, нужно закрепить у себя в сознании фразу «нужно подумать» и никогда не принимать решение сразу же, потому что оно может привести к разочарованию и к потерям денежных доходов. Всегда берите время для того, чтобы подумать. Как правило, это лучше, конечно, сутки на это взять, чтобы спокойно выспаться и принять решение, и обсудить его в семье, обсудить его с друзьями, обсудить его с вашими родителями. Мы платим в интернете и тоже можем потерять свои денежные средства, если мы оплату производим на счетах через сайты мошенники. Нам нужно тщательно проверить сайт. То есть у нас должна быть реквизиты организации и отзывы. Мы можем посмотреть отзывы в популярных поисковиках на этот сайт. То есть вводим, допустим, электронный адрес в поисковую систему, и далее, соответственно, можно найти информацию, является ли сайт мошенником. Если мы хотим оплатить через какой-либо банк, то мы должны оплату сделать только по ссылке с официального сайта этого банка. И кроме того, у нас есть символ закрытый замочек, то есть это признак того, что можно через сайт этот провести оплату, это достаточно надежный сайт. И еще один момент.
Мы никогда не сохраняем данные банковской карты при оплате в онлайн-магазине. На это обращайте внимание, потому что, как правило, по умолчанию при оплатах в онлайн-магазине данные банковской карты сохраняются. Нужно снимать соответствующую галочку. На этом все. Спасибо. Материал подготовлен по данным Университета Банка России, справочно-правовой системы «Консультант Плюс».